И остановиться хочу на следующем. В «Голосе Крыма» номер 33 от 7 августа 2012 года, Международный день коренных народов. Здесь прошла публикация на второй страничке. Я ее хочу зачитать. Надыр Бекиров отметил в связи с этим, что некоторые соотечественники не понимают до конца смысла закона о репрессированных, предлагают депортированных крымских татар отнести к категории репрессированных и добиваться применения к ним закона о репрессированных, тогда как фактически все действия этого закона сведется к выплате незначительных денежных компенсаций. По этому поводу Хартлар Шурасы хотели подъехать сюда, но не смогли. Вот лично Рустем Ага Шерфединов, Брыщевты, Олмады. Но он поручил мне довести до вашего сведения следующее. Значит, репрессированный, вот как мы себя определяем? Вот каждый дает себе имя. Кто мы? Депортированные или репрессированные? Вот. В этом плане мы должны определиться, если смотреть на те постановления, на те законы, которые принимались ранее, то нас, начиная с 1989 года, называют репрессированным народом. И об этом сказано в декларации 1989 года, 14 ноября. Вот. Четко сказано в этой декларации. Если желание есть, я прочитаю. Декларация о признании незаконных и преступных репрессивных актов против народов. Я весь читать не буду. Варварскими акциями сталинского режима я объявилась выселением в годы Второй мировой войны из родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, крымских татар. Вот. Политика насильственного переселения отразилась там на судьбе других тоже. И Верховный Совет СССР безоговорочно осуждает практику насильственного переселения целых народов как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права. Здесь много Надыр говорил о международном праве, но у нас, мы в юрисдикции Украины находимся. Здесь и те законы, которые у нас в Украине, они действуют на наших крымских татар. Если бы мы не игнорировали или добились бы в начале 90-х годов, после 91-го года, как был принят закон о политической реабилитации на Украине, то многие крымские татары вашего возраста, там четко прописано, 12 лет нахождения в спецпоселении, в трехкратном размере увеличивается стаж. То есть каждому человеку стаж на 24 года увеличили бы. И пенсию получал бы человек, уже перерасчитали, в 1,5 раза больше, чем он получает эти 20 лет. Хартларчик. Там четко прописано о том, что возвратить надо в то место, откуда был репрессирован человек, откуда он был выселен. Возвратить ему дом, если нельзя дом возвратить, надо компенсировать, если землю там и так далее. Все это четко в статье 6 прописано. Вот. И те законы, которые действуют на Украине, если бы наши юристы отрабатывали и в этом плане работали, то 20 лет, эти бы законы, пусть говорят, они половинчатые, четверть и так далее, они бы работали на наш народ. Но получается как? Игнорируем их и вообще ничего не получаем. А то, что чиновники с удовольствием хотят нас отнести к репрессированным, мы ошибаемся. И здесь нету этого. Сколько наших стариков требовали через прокуратуру, ОВД, через комиссии реабилитационные в каждом горсовете. Везде отказывают, удостоверения не дают. Почему? Потому что чиновники знают, если сегодня Базымадамга вернее удостоверение, то этот закон начнет работать на него, и он потребует. Я уже не говорю, коммуналка 50%. Потребует землю, потребует квартиру, потребует то, что у него было отнято. Получишь 600 $. Морально нищет. Успокойся. Я тебя не перебивал. Пусть 100 $, но это признание. То, что пишут они $100, $200, эта комиссия на местах работает, потому что они с бюджета своего это выделяют.
Но другой вопрос, когда наш народ репрессированный, а я вам хочу зачитать, что репрессированный народ, это не что. Что такое репрессия? Я вам хочу из закона Российской Федерации зачитать, что такое. Это есть закон. Я читаю. Первая статья. Реабилитировать все репрессированные народы Российской Федерации, признать незаконные и преступные репрессивные акты против этих народов. Я вам о чем хочу сказать. Репрессирован был крымско-татарский народ в составе Российской Федерации. Это вы прекрасно знаете. И эта статья тоже относится к нам. Второе. Репрессированные признаются народы, нации, народности, этнические группы и так далее, в отношении которых по признакам национальной и иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшая их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национальных территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселений. Все сказано о крымско-татарском народе. Вот. И здесь говорит, что репрессированные и реабилитация, это касается термина медицинского, извините меня. Где здесь медицина, если здесь о государственности говорится и так далее. И потом, есть пример на основании этих законов, Надыр, не перебивай. Вот. 14 народов были выселены насильственно, лишены всех прав на территории России. Вы посмотрите, калмыки, ингуши, чеченцы, карачайцы, балкарцы, даже нугайцы имеют свои национальные образования. Они восстанавливают свою топонимику. Там четко в законе написано. Смотрите, статьи дальше я вам зачитывать не буду, здесь просто по статьям. Не допускается агитация или пропаганда, проводимая с целью воспрепятствия реабилитации репрессированных народов. То есть запрещается конкретно восстановление и изменение национальных государственных образований. 5-я статья. Это восстановление государственного образования. 6-я статья. Территориальная реабилитация репрессированных народов. Политическая реабилитация. 9-е. Смотрите. Ущерб, причиненный репрессированным народом и отдельным гражданам со стороны государства, результаты репрессий и так далее. Социальная реабилитация репрессированных народов означает, граждан, подверженных репрессиям, прямая время их пребывания в спецпоселениях в местах засчитывается стаж в тройном размере, ну и так далее. Коротко, на одном листочке. Пожалуйста, юристы, изучайте, используйте то, что уже есть. А не надо демагогию разводить. Мы депортированы или мы репрессированы. Есть закон, в котором четко сказано, что мы. Не выполняется в России. Или репатриат. И последнее по постановлению я хочу сказать. Постановление Верховного Совета СССР о реабилитации жертв политических репрессий. Я прошу тишины. Каждый имеет право на свою точку зрения. Имейте и терпение, и такт, и уважение выслушать любое мнение. Мы же все-таки находимся в сообществе свободных людей, а не пожалуйста. В резолюции там четко прописано насчет 4-го пункта. Я это хочу зачитать. Действие статей 3, 4, 9 Закона Украинской ССР о реабилитации жертв политических репрессий на Украине, это украинское постановление 91-го года, не распространяется на репрессированные народы. Это пишет украинские законодатели, которые приняли эти постановы. Насильственно переселенные крымские татары в скобочках. Вот. Поскольку вопрос о реабилитации этой категории граждан решен постановлением Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 года об отмене законодательных актов в связи с декларацией Верховного Совета от 14 ноября 1989 года о признании незаконных и преступных репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и ограничению их прав. Вот. Я о чем хочу сказать. 4-й пункт закона Украины о политической реабилитации, там четко расписано о том, что надо возвратить реабилитированного, ранее репрессированного гражданина в то место, откуда он был выселен,
Возвратить ему жилье, не можете компенсировать, земля, там, все остальное. Я на это внимание хотел обратить. Я думаю, это своевременно и это правильно. Надо использовать ту законодательную базу, которая у нас здесь есть. Они нас признают репрессированным народом. Нечего играть. Где, покажите мне документ, где написано, что мы депортированы, а нам 20 лет лепят, что мы депортированы, а по депортированным законам нет, извините меня. Вот. Поэтому никаких компенсаций, никаких прав восстанавливать депортированным не надо, закона нет. А закон о репрессированных есть, у меня все. И депортация, и репрессия – это два английских слова. Deportation – это насильственное переселение. Мы были насильственно переселены, мы были депортированы. Repression – это ущемление в правах. Мы были и депортированы, и ущемлены в правах. И то, и другое. Вы правильно говорите, словоблудием не будем заниматься. Филологи четко знают значение каждого слова. И то, и другое к нам подходит. Мы депортируем. Депортейшн – выселение. Выселение бывает только насильственное. Нет, сам. А репрессированные, мы не имели права выбора. Нас в первое время в армию не призывали и так далее. Все, короткая справочка. Насильственное выселение, я все написать хочу. Насильственное выселение, депортация, то, что вы говорите, это часть репрессий. Из 6 пунктов одна часть, она содержание спецпоселения, а 45 лет не пускали на родину. А то, что ущемляют все другие права, то, что отняли дом, жилье, школу, это, все,